Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. В начале по традиции расскажем о самых главных событиях сегодняшнего дня. Вооруженные силы Абхазии показали перехваченные в небе республики БПЛА и подвели итоги проделанной работы за месяц. Около месяца продолжаются ремонтные работы по реконструкции Чемчирского депо. Заменят крышу, приведут в порядок стены. Ежегодная выставка «Летняя галерея» открылась в Центральном выставочном зале. В Абхазию поступило 414 тонн бензина. Правительство Абхазии информирует, что в сложившихся условиях вопрос поставок бензина и дизтоплива остается приоритетным. Поставки остальных объемов топлива ожидаются в начале августа. Взаимодействие по стабилизации ситуации на топливном рынке ведется со всеми уполномоченными российскими органами власти и поставщиками. Отсутствие топлива на отдельных автозаправочных станциях носит временный характер. В целях обеспечения бесперебойного снабжения и полного восстановления регулярных поставок ГСМ Кабинет министров Абхазии обращается к пользователям автотранспортных средств приобретать топливо в том объеме, которое действительно необходимо для повседневных нужд. При этом сообщаем, что запасы дизельного топлива достаточны для удовлетворения потребностей населения и организации. Ограничения на его реализацию будут сняты в ближайшие дни. Текущую ситуацию на топливном рынке страны прокомментировали министр энергетики Батал Мушба и руководители топливных компаний. Наблюдаемые в настоящее время сложности в топливной отрасли, они носят временный характер. Правительством ежедневно ведется мониторинг текущей ситуации, предпринимаются все необходимые меры по взаимодействию с нашими российскими коллегами для того, чтобы максимально оперативно решать вопросы, связанные с отгрузкой и с продвижением топлива в Республику Абхазия. Как вы знаете, сложности на топливном рынке Российской Федерации неминуемо отражаются и на поставках в Республику Абхазия, что, собственно говоря, и повлияло сейчас на те запланированные поставки, которые должны были быть произведены по графику. Однако сегодня уже в Республику Абхазия поступает партия бензина в 400 тонн, также поступает партия дизельного топлива. И значительные объемы топлива в Республику Абхазия запланированы к поступлению в начале августа, что позволяет нам рассчитывать, что ситуация достаточно оперативно стабилизируется в ближайшее время. Вместе с тем, текущие сложности, которые сейчас наблюдаются в связи с отсутствием отдельных видов топлива на отдельных заправочных станциях, они носят временный характер. Просим граждан сохранять спокойствие и приобретать топливо в рамках тех потребностей, которые у них возникают. В августе в Абхазии мы традиционно видим повышенный спрос на потребление топлива. Это связано как с высоким туристическим сезоном, так и возросшим внутренним потреблением. На сегодняшний день мы наблюдаем очереди на АЗС, на некоторых АЗС в крупных городах и в районах. Это связано именно с этим фактором. Говорить о кризисе я бы не стал. Безусловно, имеют место некоторые перебои. Основанием для них являются логистические трудности в Российской Федерации и трудности вообще, связанные с ситуацией на топливном рынке в Российской Федерации, откуда мы получаем все объемы и бензинов, и дизельного топлива. Все необходимые объемы законтрактованы, за топливо заплачено. Мы ждем отгрузок, и отгрузки осуществляются. Иногда они вне графика, с опозданием там, на неделю, на несколько дней, но топливо все равно в республику поступает. Все необходимые объемы топлива проплачиваются на месяц вперед, а заказываются и планируются на 2 месяца и более вперед. Поэтому есть возможность планирования. Мы находимся в постоянном контакте с правительством и с Министерством энергетики. Все остатки в ежедневном порядке подаются. Правительство со своей стороны делает все возможное для того, чтобы помочь компании и с отгрузкой, и с продвижением вагонов на территории Российской Федерации. Совместными усилиями мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить ситуацию под контролем и обеспечить АЗС необходимыми объемами топлива.
Поэтому я присоединяюсь к просьбе министра энергетики не создавать ажиотажный спрос, не паниковать. Топливо в любом случае будет, его хватит всем. Ограничения носят временный характер. Компания «Азид» на сегодняшний день испытывает небольшие сложности. Не все виды топлива есть в свободной реализации на наших автозаправочных станциях. Но со вчерашнего дня на всех АЗС компании «Азид» во всех районах в свободной продаже появилось дизельное топливо. Нами оплачены объемы топлива, необходимые для бесперебойной работы всех наших АЗС. Мы ожидаем отгрузок в ближайшее время в наш адрес. К сожалению, вы знаете, что есть ряд объективных сложностей на рынке Российской Федерации, на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации, но во взаимодействии между нами, Министерством энергетики Республики Абхазия и профильными ведомствами в Российской Федерации ведется работа по скорейшей отгрузке топлива в адрес нашей компании в частности. В последнее время значительно улучшена логистика в плане скорости передвижения железнодорожных составов с топливом. Поэтому надеемся, что после отгрузки топлива в адрес нашей компании за короткое время мы сможем получить его и начать реализацию на наших АЗС. В первом полугодии текущего года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике пресекли ряд нарушений в сфере охраны государственной границы и обеспечения пограничного режима. В результате проведенных мероприятий к административной ответственности привлечены более 130 человек. Нарушения касались режима в пограничной зоне государственной границы, а также правил пребывания в территориальном море и внутренних морских водах Абхазии. За отчетный период возбуждено 4 уголовных дела. 3 человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное пресечение государственной границы Абхазии. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Кроме того, пресечены 48 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую границу грузов и товаров различного назначения. Из них 39 в пунктах пропуска. Прокуратурой города Сухум начата внеплановая проверка по факту выделения денежных средств гражданам Республики Абхазия, проживающим в городе Сухум, в качестве материальной помощи, имущество которых пострадало в результате стихийных бедствий. Целью проверки является установление соблюдения требований законодательства Республики Абхазия, регулирующего порядок предоставления мер государственной социальной поддержки, расходования бюджетных средств, а также исполнения требований законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению положений бюджетного законодательства, порядка оказания государственной материальной помощи, а также исполнения требований закона о противодействии коррупции. Кроме того, будут проверены полнота и достоверность представленных документов, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, компетенция должностных лиц, принимавших соответствующие решения, а также отсутствие конфликта интересов, злоупотребления должностными полномочиями и иных коррупционных проявлений. По результатам проверки при наличии оснований прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, предусмотренные законодательством Республики Абхазия. Реальный опыт, защита от дронов и новые задачи для армейского руководства. Вооруженные силы Абхазии показали перехваченные в небе республики БПЛА и подвели итоги проделанной работы за месяц. Главнокомандующим Бадрой Гунба задан четкий вектор развития. Ставку делают на молодых офицеров, опыт кадровых военных и жесткую дисциплину. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Дальность полета этого аппарата примерно 1500 километров. Топливо здесь до 10 литров помещается. Он собран из карбона.
Наглядным доказательством того, что армия Абхазии работает в условиях реальной обстановки, стала демонстрация трофеев. Военнослужащие показали беспилотные летательные аппараты, перехваченные и сбитые в небе над республикой. И это, как подчеркнули в ведомстве, далеко не весь список уничтоженных вражеских птиц. Данные фрагменты это не все. Ну, как бы министрам обороны не стояла задача показать все, что есть. Их намного больше, этих элементов и фрагментов. Но, тем не менее, как бы в целях доведения до населения, что совместные силы и средства ПВО России и Абхазии, так скажем, не дремлют, выполняют свои задачи. Совместно, значит, усилиями вот эти беспилотники, значит, были уничтожены. В условиях новых угроз заместитель министра обороны Давид Бжани детально рассказал, как вести себя населению в ситуации беспилотной опасности. Мы в соцсетях всегда выкладываем информацию, сообщаем населению, что при обнаружении вот этих фрагментов, пускай целый беспилотник лежит, подходить просто не рекомендуем, потому что может оказаться, что взрывчатое вещество не взорвалось, а вот при перемещении или поднятии какого-то фрагмента может произойти взрыв, человек пострадает. Что делать в этот момент человеку? Просто сообщить, номер телефона на сайте указываем наших специалистов, они тут же приедут, обезвредят. С основным докладом на совещании выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Владимир Савченко. Он доложил об итогах совместных штабных тренировок. Главный акцент июля был сделан на отработке механизмов кризисного реагирования и мгновенного межведомственного взаимодействия. В июле в Вооруженных силах продолжалась целенаправленная подготовка штабов и войск. В течение месяца по оперативной подготовке оперативного состава Министерства обороны Генерального штаба, командования группировок войск и штабов территориальной обороны, основные усилия были сосредоточены на повышении способности состава мирного времени решать задачи обеспечения военной безопасности республики в условиях кризисного развития военно-политической и стратегической обстановки, а штабами территориальной обороны решение внезапно возникающих задач. За высокие показатели в ходе тренировок отличившимся офицерам и солдатам вручили ведомственные медали, грамоты и зачитали приказы о присвоении очередных воинских званий. Товарищ министр обороны, подполковник Атакян, для получения грамоты. Готовность защищать Родину формируется с детства. На совещании отдельное внимание уделили важному событию. Абхазские школьники впервые приняли участие в международной военно-спортивной игре «Наследники Победы», организованной Минобороны России и движением «Юнармия». Этот проект стал важным шагом в укреплении патриотизма и международного молодежного сотрудничества. Вектор развития вооруженных сил задан главнокомандующим Бадрой Гунба. Министр обороны Беслан Свижба подчеркнул, главная задача ведомства остается неизменной – бескомпромиссная защита народа и обеспечение военной безопасности страны. Для выполнения этих целей глава оборонного ведомства озвучил ряд ключевых решений. При вступлении в должность министра обороны мною были определены первоочередные задачи деятельности всех органов управления воинских частей и организаций вооруженных сил. Сроки их выполнения истекли в июле месяце, а исполнение ряда задач истекают в середине августа. И вполне естественно меня интересует результат. Поэтому начальнику Генерального штаба провести анализ выполнения задач, доложить до 30 августа. По результатам доклада будет проведена повторная проверка. Порядок ее проведения я установлю отдельно. Не удовлетворяет работа ряда командиров по поддержанию в воинских частях воинской дисциплины и службы войск. Вам нужно делать определенные выводы. Вы уже подготовили план проведения психологического тестирования личного состава вооруженных сил, в том числе офицеров и гражданского персонала. Роль и значение психологического тестирования значимая. Мы должны знать психологический портрет каждого и использовать в интересах воинской службы.
Утвержден обновленный план развития вооруженных сил Республики Абхазия. В его основе ставка на организационно-штатные изменения, где амбиции и современный подход молодых офицеров усиливаются опытом профессиональных кадровых военных. До конца этого года будут уволены военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на службе. Начальнику управления кадров подготовить и представить до конца августа план увольнения. Кроме того, будут сокращены все функционально неэффективные должности военнослужащих и гражданского персонала, исключены из системы управления промежуточные и дублирующие звенья управления войсками. При проведении оргштатных мероприятий мы будем делать опору на молодых офицеров, а также на опытных и профессиональном отношении военных кадров. И в этом направлении мы будем подходить не огульно, а с точки зрения всесторонней оценки профессиональной деятельности каждого. Запущена подготовка к оперативно-тактическому учению, которое пройдет под личным руководством главнокомандующего Республики Абхазия. Военно-политическая и стратегическая обстановка в регионе напряженная, и это требует от нас соответствующей подготовки вооруженных сил. По подготовке вооруженных сил мною принято решение и определены задачи по подготовке оперативно-тактического учения. Начальнику Генерального штаба спланировать заслушивание должностных лиц, о результатах их выполнения доложить в период с 31 августа по 4 сентября. Отмечу важность данных учений, так как они будут проводиться под руководством главнокомандующего вооруженными силами президентом республики, с участием представителей Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, оперативных групп Южного военного округа и флота. Непрерывное поддержание боеготовности, железная воинская дисциплина и безукоризненная подготовка сил и средств. Главный ориентир ближайшего месяца – подготовка к священной для каждого жителя республики дате. 30 сентября в Абхазии состоится парад Победы, и вооруженные силы страны намерены встретить его в полной боевой готовности и в строгом строю. Гугуца Вардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков посетил место для голосования, согласованное с абхазской стороной для проведения выборов депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации. Первым объектом визита стала Национальная библиотека имени Папаскир, где Вячеслав Гладков отметил готовность помещения, а главное – руководство учреждения к предстоящему голосованию. Напоминаем, что выборы депутатов Госдумы на территории Абхазии пройдут в единый день голосования 20 сентября текущего года. В соответствии с законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации, образуются руководителями дипломатических представительств. Участие в выборах принимают граждане России. Безусловно, это важнейшее политическое событие для Российской Федерации. И задача, которая стоит на посольстве Российской Федерации в Абхазии, именно организация избирательного процесса. Я уже здесь не первый раз ознакомился, как в рамках действующего законодательства уже Республики Абхазия, в рамках проведения на территории республики выборов в Государственную Думу, как идет избирательный процесс. Основные моменты мне очень понравились, потому что вопрос доступности, вопрос эвакуационных выходов, вопрос комфортности нахождения здесь избирателей. Мы проговорили, вспомнили, что в советское время всегда выборы это были праздником. И я очень благодарен руководству учреждения, что рассмотрит возможность в обеденный период включить музыку, потому что все равно
любые выборы, мы привыкли к этому, должны создавать хорошее настроение. Мы ни в коем случае не говорим об агитационных процессах, ни в коем случае. Это не наша задача, не входит в наши полномочия, и наоборот, есть ограничения в рамках действующего законодательства и Российской Федерации, и Республики Абхазия. Нам самое главное – безопасность организации процесса и комфортность нахождения здесь избирателей. Уверен, что данное учреждение будет организован избирательный процесс одним из лучших в республике. Я в этом не сомневаюсь. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков по приглашению уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджоля посетил аппарат уполномоченного. Институт уполномоченного – это одна из важнейших структур в государстве. Системная защита прав детей, как и решение индивидуальных проблем ребенка показали высочайшую эффективность в России. Эта структура у нас имеет серьезную поддержку как федеральных, так и региональных органов власти. Главная черта тех, кто занимается проблемами детей – это личное сопереживание за их судьбу. Для таких людей чужих детей не бывает, подчеркнул Вячеслав Гладков. Посольство России готово к взаимодействию не только в рамках своих прямых должностных полномочий. К решению вопросов необходимо подходить индивидуально. В том числе мы готовы всячески содействовать контактам с профильными структурами Российской Федерации, подытожил Вячеслав Гладков. Институт защиты, конечно, это большая системная поддержка, которая играет очень большую роль в любом обществе. Всегда институты по защите прав ребенка, они малочисленные, и всегда на плечах девушек и в России тоже огромный объем работы, очень много эмоциональных, то есть прям делится большими сердцами. То есть всегда сотрудники, мы видим, что человек, который не переживает, он в этой структуре работать не может. Поэтому я уверен, что наше взаимодействие уже между Институтом уполномоченного по защите прав ребенка и посольством Российской Федерации в Абхазии, мы тоже будем взаимодействовать главное, на защите интересов детей. Чужих детей не бывает. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович, что вы приняли наше приглашение. Для нас это имеет большое значение. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Абхазии — это молодой аппарат. Я первый уполномоченный в Абхазии. В 2021 году указом президента Асланом Георгиевичем я была назначена. Знаковым было то, что в день выхода указа о моем назначении Абхазию посетил тогда еще уполномоченная по правам ребенка Анна Юрьевна, и мы в тот же день подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Сотрудничаем, работаем, особенно в вопросах, которые касаются граждан Российской Федерации несовершеннолетних. В этом году в рамках сотрудничества с моей коллегой в Абхазию приехало 200 детей, чьи семьи участники СВО из регионов, где сейчас проходят военные действия. Что касается посольства в Российской Федерации, консульской службы, очень активно взаимодействуем в наш аппарат по поводу нарушения прав несовершеннолетних, именно граждан Российской Федерации, у которых нет абхазского гражданства двойного. Порядка 50 случаев мы насчитали, и практически во всех случаях мы активно сотрудничаем с посольством и с консульской службой. И надеюсь, что вот активное, оперативное такое взаимодействие. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с главой Абхазской православной церкви иереем Виссарионом Аплия. Встреча началась с посещения Сухумского кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы, где они помолились и поклонились православным святыням. Затем стороны обсудили вопросы взаимодействия между посольством России и Абхазской православной церковью. Специалисты управления капитального строительства обследовали обвалившийся участок дороги в Мюссере. По поручению премьер-министра Владимира Делба специалисты УКС совместно с сотрудниками Абхазберегозащиты обследовали обвалившийся накануне участок дороги, ведущий к госдаче в поселке Мюссера. Обвал произошел в результате ливневых дождей. Ведется составление проектно-сметной документации, после чего начнутся ремонтно-восстановительные работы.
Около месяца продолжаются ремонтные работы по реконструкции Очемкирского депо. Заменят крышу, приведут в порядок стены, а также выполнят путевые работы. Следует отметить, что в последние годы депо практически не функционировало. Капитальный ремонт направлен на полное восстановление его работоспособности. Все работы финансирует АЖД. Железнодорожное движение активно развивается. Значительно выросли пассажирские и грузовые перевозки. Грузовые составы прибывают на Очемкирский вокзал 4-5 раз в неделю. Однако при возникновении неполадок ранее не всегда была возможность оказать необходимую помощь на месте. В связи с этим Абхазская железная дорога приняла решение о возобновлении работы Очемкирского депо. Также важно отметить, что для бесперебойного движения поездов постоянно проводят текущие работы на путях. При необходимости привлекают российских специалистов. Смена негодных шпал, смена деревянных шпал на железобетонные, подходы к мосту, замена ЖБ-скрепления. Значит, насчет стрелочных переводов, там тоже появляются, естественно, работы. Это выправка, это подъемка, это прилегание. И эти работы ведутся все время, потому что иначе нельзя. С учетом того, что, допустим, пути не совсем новые, их надо содержать и все время смотреть. Когда бывает, что своими силами, допустим, не успеваем, приглашаются рабочие силы извне, то есть с Российской Федерации приезжают серьезные путейцы, ведут хорошие работы по мостам, кстати, мосты реставрируются. В целом, можно сказать, что все идет достаточно удовлетворенно. 6 машин столкнулись в районе колоннады в Гагре ночью 29 июля. Как уточнили в ПСЧ Гагрского района, на момент прибытия пожарных один из автомобилей «Мерседес» был охвачен огнем. Пламя удалось потушить. Водителя доставили в ЦРБ с переломом руки, а его пассажира с ушибами. После оказания первой помощи их перевели в республиканскую больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Президиум Академии наук Абхазии поддержал присвоение имени Станислава Лакоба одной из аллей парка Синоп. Президент Академии наук Зураб Джапуа назвал гибель историка невосполнимой утратой для страны. Первый вице-президент Академии Сергей Бебия предложил открыть новый парк памяти Станислава Лакоба. В итоге президиум одобрил компромиссный вариант, предложенный академиком Вячеславом Чирикбо. Академик-секретарь Академии наук Абхазии Валентин Когоня сообщил, что все отделения Академии выполнили планы за первое полугодие текущего года. За 6 месяцев учреждения Академии издали книги и десятки научных статей, приняли участие в международных конференциях, а также получили 4 патента Российской Федерации на изобретение. На заседании также утвердили перечень должностей системы Академии наук Абхазии, список кандидатов для выдвижения на должность директора Института сельского хозяйства и обсудили работу комиссии по увековечению научного наследия академиков и членов-корреспондентов Академии. Министр культуры Даур Ковы вручил указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» заслуженному артисту Кабардино-Балкарской Республики Султану Хажирока. Почетное звание присвоено за вклад в развитие эстрадного искусства и популяризацию культуры народов Кавказа. Султан Хажирока выразил искреннюю благодарность руководству республики и Министерству культуры за высокую оценку его труда, подчеркнув свою готовность и впредь содействовать развитию и популяризации культуры народов Кавказа. Пусть эта высокая награда несет и дальше твое мастерство на благо наших народов. Спасибо большое. Людям, которые сюда приезжают и которые здесь любят бывать, любите свою землю, любите то, чем Всевышний наградил нас всех. И поэтому Абхазия, Абсны – лучшее место на земле. Главный момент, который бы я хотел отметить именно в твоем творчестве, то, что ты не замыкаешься на себе. Ты делаешь все для того, чтобы развивать молодежь
где ты видишь таланты, ты прикладываешь все усилия, чтобы эти таланты развивались. На самом деле это дорогого стоит, потому что не у всех такое увидишь. Обычно люди как-то стараются сами себя развивать и наоборот делать так, чтобы другой кто-то рядом не стоял. Это не про тебя. Поэтому огромное тебе спасибо за все, что ты делаешь в развитии наших братских отношений. В Ачамчире завершилась работа инклюзивного лагеря «Мост дружбы. Восточная Абхазия», объединившего молодежь с ограниченными возможностями здоровья из Абхазии и России. В течение недели участники знакомились с историко-культурным наследием восточной части республики, посещали древние храмы и святые места, а также участвовали в мастер-классах. Проект направлен на создание инклюзивной среды и развитие познавательного туризма. Он стал одним из победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия», организованного ОНО команды Абхазии, и получил грантовую поддержку на реализацию. Ежегодная выставка «Летняя галерея» открылась в Центральном выставочном зале. Это пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством и приобрести понравившиеся работы до конца августа. Выставку посетила Аэлита Арутюнян. Мероприятие стало традиционным событием в культурной жизни столицы. Оно объединяет как и признанных мастеров, так и молодых талантливых авторов. В экспозиции представлены произведения живописи, графики и не только. Зрители увлеченно рассматривали работы. Ведь все они создавались душой и глубоким смыслом, чтобы не только порадовать любителей искусства, но и надолго остаться в памяти каждого. Я, конечно, поклонница многих наших, и Отгура Заря, и Виталия Кацба, и многих, и Батала Джопа, само собой, и всех. Но я хочу сказать, что вот относительно молодой, наверное, Отгур Ампар, сын известного Тариэла Ампара, у него какой-то свой стиль. Мне очень нравятся его работы. Я вижу молодые, новые имена. Тоже очень радует. Есть такие стереотипы, южные художники, что это яркие краски, что это такой экспрессионизм, но при этом мы здесь увидели совершенно другое. Гармония присутствует, да здравствует искусство и художники абхазские. Выставка «Летняя галерея» – это попытка создать пространство, где будет активно присутствовать все арт-сообщество. Директор ЦВЗ Эльвира Арсаля отметила, что эта выставка отличается от предыдущих тем, что она проходит сразу в 2 залах, благодаря чему увеличилось количество участников и представленных работ. Также Эльвира Арсаля подчеркнула, что проведение подобных мероприятий играет важную роль в поддержке творческой деятельности мастеров. Искусство должно быть не только в музеях, в галереях, в выставочных залах. Искусство должно быть в жизни. Оно должно быть частью и общественных пространств, и личной, возможно, коллекции. И эта практика, которая в нашем городе, в нашей стране существует, мы очень хотим ее поддержать. Хочу поблагодарить наших художников, которые участвуют в выставке. Они в непростое время, а для художника время вообще непростое всегда, они продолжают творить, и сегодня представлены абсолютно разные работы. На выставке представлено около 100 работ. Каждое произведение – это небольшой, но очень глубокий мир автора, который можно создать как за короткий, так и за продолжительный промежуток времени. Есть совсем свежие работы, то есть, в принципе, свежих не так много. Вот это одна из свежих, по-моему, 25-го года. Вот. Они все из цельного, все из качественного материала сделаны из редких пород деревьев. Вдохновляюсь тем, что у меня, в принципе, меня окружает вокруг, природа, люди, все эти эмоции, которые меня наполняют, я их туда выливаю в свои работы. Важной особенностью выставки является возможность приобретения понравившихся произведений для частных, корпоративных и государственных коллекций. Аэлита Арутюнян, Аляса Мичма, Абхазское телевидение. В Национальном банке состоялась церемония чествования выпускников школ, окончивших учебу с отличием и награжденных медалями. Руководство Банка Абхазии поздравило молодых людей с высокими результатами, отметив их трудолюбие и стремление к знаниям. В знак признания достижений каждому медалисту вручили памятную банкноту номиналом 500 абсар с изображением первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Награды получили Валерий Отбения, Адам Дбар, Милана Лаквитава, Алия Чагава и Ниса Сангулья. Правление Банка Абхазии также приняло решение ежегодно награждать выпускников-медалистов памятными банкнотами Владислава Арзенба номиналом 500 абсар.
С 3 по 7 августа в Абхазии пройдет акция «Монетная неделя». Жители и гости республики смогут без комиссии обменять накопившиеся разменные монеты на банкноты. К обмену принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении, выпущенные начиная с 1997 года, номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Ограничений по количеству монет и общей сумме обмена не предусмотрено. Прием и обмен монет будут осуществлять коммерческие банки Абхазии. Участники акции, сдавшие наибольшее количество монет, получат памятные призы и сувениры от банков-партнеров. Движение троллейбуса по маршруту Рынок-Каштаг временно приостановлено. Испортилась тяговая подстанция троллейбусного управления на турбазе, питающая Синопскую линию. При этом в МУП троллейбусное управление уточнили, что троллейбус по маршруту Рынок-Маяк будет курсировать. Неполадки на линии были обнаружены 2 дня назад, и троллейбусы были отбуксированы с маршрута. Совместно с Черноморэнерго проводились работы, но причина неисправности не была выявлена. В настоящее время ожидается приезд специалистов из России для ремонта подстанции. 31 июля с 10 часов до 14:00 в новом районе будет временно приостановлена подача электроэнергии. Как сообщает филиал СУЭС РУП Черноморэнерго, отключение связано с проведением профилактических работ, расчисткой высоковольтной линии электропередач 10 киловатт. Энергетики приносят извинения за временные неудобства. В пятницу 31 июля в Абхазии возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амши Кушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.